Рахмон. Власть не должна строиться на репрессиях. Москва. Облава на мигрантов. Россия добивается присоединения Узбекистана к ОДКБ. 25 августа президент Таджикистана принял главу внешнеполитического ведомства Пакистана Махдума Шаха Махмуда Курейши и сделал ряд заявлений касательно политической ситуации в Афганистане и позиций таджикских властей на этот счет. Об этом сообщает информагентство Хавар. На встрече с министром иностранных дел Пакистана президент Таджикистана заявил, что таджикская власть никогда не признает то правительство в Афганистане, которое подстроено на репрессиях и беззаконии. Республика Таджикистан подчеркивает, что для оперативного решения политических проблем соседней страны необходимо как можно скорее создать всеобъемлющее инклюзивное правительство с участием всех этнических меньшинств, в том числе и таджиков Афганистана, которые составляют 46% населения Афганистана. После государственная система в этой стране должна быть определена на референдуме с учетом позиций всех граждан страны. Таджикистан не будет признавать ни одно другое правительство, построенное на репрессиях и беззаконии, без учета позиции всего населения Афганистана, особенно этнических меньшинств той страны, сказал Эмомали Рахмон. Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на данное заявление колкими замечаниями о том, что режим Рахмона сам сформирован по принципу клановой и региональной принадлежности путем устранения оппонентов, репрессий в отношении оппозиционных политических партий и независимых авторитетных личностей, способных создать конкуренцию правящему режиму, и это не говоря уже о массовых репрессиях в отношении жителей, выступающих за реализацию в стране исламского политического проекта. ФСБ России задержала 31 трудового мигранта в Москве и других регионах. Их обвиняют в терроризме, в причастности к исламской военизированной группе Катиба Таухид Валь-Джихад. Кадры их задержания были опубликованы 25 августа в нескольких интернет-изданиях, в частности, на сайте islamnews.ru. По словам сотрудников спецслужб, задержанные якобы занимались вербовкой и отправкой боевиков в зоны боевых действий, а также финансированием терроризма. На опубликованных кадрах видно, что для задержанных трудовых мигрантов спецоперация российских силовиков стала полной неожиданностью. Их застали за работой в различных заведениях, в том числе заведениях общепита. Это репрессивного схему было решение Верховного суда. Правозащитники регулярно отмечают, что спецслужбы фабрикуют уголовные дела по террористическим статьям ради отчетности, создают имитацию существования в России террористической угрозы и своей бурной деятельности по этому поводу. Причем чаще всего в качестве своих жертв они выбирают трудовых мигрантов как наиболее бесправную категорию населения. 442 зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. Впервые было продемонстрировано применение. ОДКБ максимально серьезно воспринимает угрозы, исходящие с территории Афганистана, в связи с чем тщательно отслеживает обстановку в Центральноазиатском регионе. Об этом 23 августа заявил генсек организации Станислав Зась по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Коллективной безопасности ОДКБ, которая пошла в режиме видеоконференц-связи. Также генсек организации подчеркнул важность международного взаимодействия в деле противодействия вышеназванным угрозам, в связи с чем приветствовал участие Узбекистана в сессии. Напомним, что 23 августа в режиме онлайн-конференции под председательством таджикской стороны прошел внеочередной саммит ОДКБ, в котором участвовали главы государств, членов организации, а глава Узбекистана был приглашен в качестве гостя. Самой главной повесткой стала сложившаяся ситуация в Афганистане после прихода к власти талибов и ее возможные последствия для стран региона. Также ранее США обращались к правительствам Узбекистана и Таджикистана по поводу размещения на территории этих стран своего военного контингента после вывода сил НАТО из Афганистана. Аналитики отмечают, что Россия и США на фоне последних событий в Афганистане вступили в активную фазу борьбы за влияние в регионе, создавая при этом выгодную для себя информационную среду.